Допрос глав разведки длился почти 3 часа. Вопросы задавал глава Сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн. В ближайшие месяцы он обещал провести еще несколько слушаний по вопросам кибербезопасности. Главной угрозой для нее считают Кремль. Россия, очевидно, рассматривала еще более агрессивные кибердействия, усиливая кибершпионаж, кражу данных и нацеливаясь на критически важные системы инфраструктуры. Москва все обвинения отрицает, но главы американской разведки подтвердили, и сейчас они еще более уверены в своих выводах. К кибератакам причастно высшее руководство России, а целью было влияние на исход выборов, а именно дискредитация Хиллари Клинтон и помощь Дональду Трампу. Однако еще до начала слушаний Маккейн заявил, их цель не пересмотр результатов голосования, а установление фактов. Во-первых, они не изменили подсчет голосов или что-то подобное. Мы не можем измерить эффект, который они оказали на сделанный электоратом выбор. У нас нет никаких средств для того, чтобы это оценить. Спецслужбы также подготовили засекреченный доклад с более подробными данными. Его уже представили действующему президенту Бараку Обаме, а сегодня покажут и избранному президенту Дональду Трампу. По данным Вашингтон-Пост, в докладе называются посредники, которые помогали передавать Wikileaks украденные письма, а также приводятся данные прослушки российских чиновников, которые, по мнению американской разведки, знали о кибератаках. Они якобы радовались победе Трампа, называя это геополитическим выигрышем Москвы. Впрочем, сам Трамп выводы разведки, это слово он в своих твитах пишет в кавычках, по-прежнему ставит под вопрос. Нечестные медиа любят говорить, что я согласен с Джулианом Ассанжем. Неправда, я просто заявляю то, что заявляет он. Люди сами должны решить, в чем правда. Медиа лгут, чтобы я выглядел так, будто я против спецслужб, когда на самом деле я большой фанат. Трамп не раз критиковал разведку и, по данным Wall Street Journal, намеревается реформировать ее в ближайшее время. Избранный вице-президент Майк Пенс называл это здоровым скептицизмом, но некоторые аналитики считают, что таким образом Трамп сам загоняет себя в ловушку. Он рассматривал это очень в таком персональном плане, он рассматривал это как подкоп под его победу. Но здесь вопрос уже государственного значения, и ему очень неудобно сейчас отказаться. И он не готов. Это человек, который, в общем-то, не созрел для государственной деятельности. Он никогда не занимался политикой вообще, в принципе. А вице-президент Джон Байден и вовсе посоветовал Трампу повзрослеть. Взрослей, Дональд, взрослей. Пора быть взрослым. Ты президент. Покажи нам, на что ты способен. Профессиональное сообщество пришло к консенсусу, и у него имеются подавляющие доказательства того, что Россия пыталась повлиять на результат наших выборов. Попыткой примирения Трампа со спецслужбами считают назначение нового главы национальной разведки. Нынешний директор Джеймс Кеплер после 60 лет службы уйдет в отставку вместе с администрацией Обамы. Сегодня стало известно, что его сменит 73-летний республиканец Дэн Коутс, возглавлявший Сенатский комитет по делам разведки. Он известен жесткими взглядами по отношению к Кремлю. За поддержку антироссийских санкций Коутсу даже запрещен въезд в Россию. Впрочем, отвечать на кибератаки, возможно, будет еще старая администрация. На слушаниях в Конгрессе директор Агентства национальной безопасности Майкл Роджерс заявил, что решение надо искать как можно быстрее. В конце декабря Обама уже подписал указ о расширении санкций против России и выслал из США 35 российских дипломатов. А накануне слушаний в Конгрессе стало известно, что группа сенаторов от обеих партий готовит новый законопроект о санкциях в отношении России.